По итогам 2021 года была проведена работа по введению нового налогового кодекса и программа по развитию страны до 2025 года. Был запущен Центр поддержки предпринимателей, подготовлена программа поддержки женского предпринимательства, принят закон об электронной коммерции, введен временный мораторий на проведение проверок субъектов бизнеса. Несмотря на то, что на Кумторе в прошлом году ввели внешнее управление, компания продолжила работать и показала результаты. В мае 2021 года было введено внешнее управление на Кумторе. Отдельные скептики полагали, что Кабинет министров и республика не справятся с таким производством. Были заблокированы все органы управления, вся система управления. Не было оборотного капитала, но благодаря усердию сотрудников удалось выровнять работу рудника. Кроме того, удалось осуществить поступление дивидендов от работы рудника в республиканский бюджет. Внешний торговый оборот Кыргызстана вышел на допандемийный уровень и составил 6 миллиардов 800 миллионов долларов. Показатель экспорта составил 1 миллиард 610 миллионов американской валюты, а импорта 5 миллиардов 100 миллионов. Первый зампредседателя Кабинета министров Арзабек Коджошев подчеркнул, что налоговая служба отлично справилась со своими задачами, отметив исполнение консолидированного бюджета в 311 миллиардов сомов. Также за это время нашей страной за счет собственного бюджета проведены множество важных закупок. Ситуация, когда ковид у нас был, мы купили за счет бюджета 1,5 миллиона доз вакцины. Надо отметить, что впервые в истории Кыргызстана за счет собственных бюджетов, это для меня вызывает большое уважение и гордость, то, что мы за счет своих средств купили военное оружие. Это не секрет уже. И потом оружие не такое, которое было, а именно современное оружие. И в течение года были повышены зарплаты медикам, повышено пособие. Максимально мы выполнили задачи, которые президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков перед нами поставил. В 2021 году объем ВВП составил 723 миллиарда сомов. Реальный темп роста составил 103,6%. Рост доходов достигнут за счет фискализации налоговых процедур, значительно обеспечившие поступления в республиканский бюджет за счет сокращения объема теневой экономики. Отмечено снижение темпов роста в строительном секторе из-за снижения инвестиций в капитал и сельском хозяйстве из-за засухи. Была утверждена единая упрощенная форма отчетности по подоходному налогу, страховым взносам и статданным. Была введена обязательная маркировка табачных изделий и алкогольной продукции с средствами идентификации с июля прошлого года. Были внесены изменения в законодательство страны в части предоставления временной отсрочки по начисленным процентам, пеням, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам в целях продления сроков реструктуризации задолженности предпринимателей. На этот год планируется увеличить бюджет до 400 миллиардов сомов. Уже запланированы мероприятия по улучшению ирригационной системы, чтобы обеспечить посевные угодья водой. В целом будет продолжена работа над формированием лучших условий для отечественного бизнеса, привлечением инвестиций. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.